По официальным данным, в Башкортостане проживают около 500 человек с редкими заболеваниями. При этом республика – один из немногих российских регионов, где этим людям оказывается серьезная поддержка. В конце прошлого года в Башкортостане создан Центр орфанных заболеваний. Обсудим текущую ситуацию вместе с руководителем республиканской благотворительной общественной организации «Хантер Синдром» Элеонорой Романовой. Элеонора Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете ситуацию по обеспечению лекарствами людей с орфанными заболеваниями у нас сегодня в республике? Мы оцениваем эту ситуацию положительно, так как власти идут с нами на диалог. Те вопросы, которые мы задаем и которые стараемся решить совместно с властью, они решаются. Ну а какие основные вопросы сегодня в повестке? Те группы больных пациентов, которые выходят, когда мы проводим круглые столы, или просто кто-то узнает из средств массовой информации о нашей организации, они обращаются. И мы, получая вот эту информацию, начинаем получать документы, конечно, и на основании документов уже делаем выводы, обеспечены ли люди эти определенными лекарственными препаратами. После этого мы обращаемся к властям, говорим о том, что есть вот такая ситуация, которую необходимо разрешить. Если начинают приходить отписки, у нас есть свой особый механизм. Мы, конечно, обращаемся к федеральному инспектору, потому что есть законодательство Российской Федерации и законодательство Республики Башкортостан, и оно должно не противоречить друг другу. Поэтому вот федеральный инспектор, когда вмешивается в эту ситуацию, но затем подключаются еще наши депутаты, Госсобрание Курултай, и тогда, если есть, допустим, в законодательстве какие-то шероховатости, это все исправляется, и тогда уже идет исполнение закона. Элеонора Анатольевна, вот в прошлом году, в декабре, на базе медико-генетического центра создали специальный центр для людей с редкими заболеваниями. Какие основные задачи стоят перед этим учреждением и чем сегодня конкретно он занимается? Основная цель этого учреждения – это выявить всех пациентов, которые имеют редкие заболевания на территории Республики Башкортостан. То есть создать такой регистр. И второе, то, что они должны диагностировать. Это лаборатория, которая должна заработать в полную силу у нас в республике. Но мы знаем, что ДНК-паспортизация планируется сейчас, это на стадии обсуждения, то есть у жителей Башкортостана, ну и как в целом по России, затем уже в дальнейшем будут брать ДНК-тесты, часть ДНК и составлять такой перечень информации. Да? Вот Центр орфанных заболеваний, для чего это нужна будет информация, как она будет дальше использоваться? Эта информация в первую очередь нужна для того, чтобы нам прийти к персонифицированной медицине, потому что лечение и назначение лекарственных препаратов – это все очень связано. Это основная задача. Насколько сложно идет процесс? Но я думаю, что здесь у нас связано только будет с внедрением в систему ОМС. Ну, то есть пока этого нет, но вот сложности опять законодательного характера? Поначалу мы должны в систему ОМС ввести хотя бы скрининги, те, которые нам необходимо расширить. Сейчас проходит на 5 заболеваний. Это вы имеете в виду при рождении? Да. Угу. Вот, хотя бы до 11, так как это сделано в городе Москва. Вот с этим вопросом мы как раз выходили к директору Республиканского медико-генетического центра и просили о том, чтобы все-таки просчитали средства ОМС и выходили с предложением к главному внештатному генетику о том, что если выявлены, допустим, наши мамы, которые будут в дальнейшем мамами, если множественные пороки развития, вот эти люди прошли тоже скрининг, то есть получили вот такой паспорт. Известно ли, какой объем финансирования нужен и какие предполагаемые сроки завершения этих работ? Расчета. Но я знаю, что законодательство было подписано в апреле 2019 года по поводу генетических паспортов.
Но внедрение будет зависеть, я думаю, что от обстоятельств, которые будут у нас в России. Элеонора Анатольевна, правильно ли я понимаю, что полученная информация, ребенок родился, провели скрининг на 11 возможных заболеваний, да, затем эта информация попадает в Минздрав, и уже затем этот ребенок обеспечивается необходимыми лекарствами. Логика такая? Да, сейчас пока у нас в республике на 5 заболеваний делается. Угу. И при этом мы видели на круглом столе, когда выступали представители других организаций, что все равно бывает иногда даже пропуск, допустим, вот ребенок с муковисцидозом не был диагностирован, почему-то только в 6 лет обнаружен этот диагноз. Вот, бывает, видно, какие-то промахи, скажем. Вот, конечно, это нужно очень все отслеживать, очень тщательно. И если будет до 11 расширен этот скрининг, то, конечно, это будет большая поддержка для наших пациентов. Но основная цель все-таки, мы считаем, что при формировании должны выявляться вот эти врожденные пороки. И это основное, то, что профилактика основная все-таки цель, профилактика таких врожденных заболеваний, и их должно становиться как можно все-таки меньше, мы считаем. И потому что это очень большая нагрузка и для семьи. Страдает абсолютно вся семья. И я думаю, что никто не скажет, что он счастлив, что родился такой больной ребенок. Но если это происходит, то, что, допустим, медицина не может в данный момент отслеживать, то при рождении, если даже родился такой ребенок, делается этот неонатальный скрининг, и сразу же будет назначено то лечение, которое необходимо, которое не даст развиться этому заболеванию в полную силу. В начале этого года состоялся Всероссийский орфанный форум. По данным статистиков, ну, в целом, редкими заболеваниями в России страдает 1,5% населения, и это около 2 миллионов человек. Какие экспертные мнения вот отметили бы вы, о чем говорят ваши коллеги со всей страны? Что сегодня самое основное? Ну, самое основное как раз говорится о профилактике. Опять-таки. Да, самая первая тема, то, что должны врачи на первых этапах уже замечать какие-либо отклонения. И это является основной задачей. Дальше, второе, это персонализированная медицина. Если действительно выявлено, что есть отклонение, какое-либо заболевание диагностировано, то подбор по клиническим рекомендациям терапии, по индивидуальному подходу. Не должен быть шаблон. От шаблона отходить. Вот это основное, то, что звучало на конгрессе «Генетика и сердце». Очень много заболеваний связано с сердцем генетических. И, конечно, о чем это говорит? Ну, говорит о том, что мы все имеем сердце. Поэтому здесь очень много с пороками связано, с различными аномалиями. Это лучшая выявляемость таких заболеваний, либо здоровье россиян ухудшилось? Вот о чем это говорит? Стали больше выявлять? Я Оборудование думаю, лучше или что? здесь связано все-таки с тем, что необходимо нам в своем обществе нормализовать климат. Вот я имею в виду климат душевный какой-то. Вот в основном агрессия присутствует. И поэтому страдает нервная система. Очень много заболеваний, которые подвержены вот нервной системе, но в то же время и сердце. Поэтому нам необходима очень даже какая-то терпимость и толерантность в обществе. Ну, кстати говоря, вы затронули очень серьезную тему. Это культура в обществе и отношение к людям с ограниченными физическими возможностями. Вот здесь что-нибудь говорили, как исправить все-таки эту ситуацию? Но это будет только связано от политики властей. Это тоже очень много зависит. Насколько власть относится к этим людям, и тогда общество тоже, видя это, формирует свое мнение. В каких конкретно поступках и действиях, как вы считаете, власть должна дальше действовать? Но мое мнение, конечно, поддержка этих групп, которые имеют место быть у нас в республике.
потому что, обращая больше внимания, таким образом они говорят о том, что необходимо и другим людям тоже быть более внимательными и помогать всячески этим категориям. Ну, у кого насколько есть возможность, даже словом просто, не говоря о том, что какие-то материальные, это уже, конечно, ответственность государства. Но, тем не менее, все же обращать внимание на то, что слово, оно тоже лечит. И люди, конечно, в свою очередь, должны быть очень толерантными. А вот такое решение властей увеличить ассигнования на лекарства для людей с редкими заболеваниями. В 2020 году из бюджета на эти нужды выделили почти 62 миллиарда рублей. Годом ранее эта сумма была 55,5 миллиардов рублей. Как вы считаете, это говорит о том, что этот вопрос действительно тоже в приоритете? Я вам скажу по Республике Башкортостан. В прошлом году была выделена сумма 767 миллионов 300 тысяч. Ну да, у меня федеральная. Это отдельная строка в бюджете. И, как мы понимаем, это должен был быть просчет все-таки по этим заболеваниям. Но израсходовано 243 миллиона. Когда мы получили официальные документы Ильяна от нашего Анатольевна, это в прошлом году более 700 миллионов выделено и страчено менее 300. Да. Так. Это официальные цифры, которые мы получили от Министерства финансов Республики Башкортостан. Вот. И мы, конечно, видели какую картину с обеспечением. Люди были на терапии, но уже доктор выписал, допустим, новые лекарственные препараты. Но по полгода все-таки этих пациентов не переводили на новую терапию. Но по детям у нас было с легочной артериальной гипертензией тоже перебои. Допустим, вот по одной девочке из Белебея у них даже было судебное решение, но 2 месяца они только получали от государства, а остальное 10 месяцев их обеспечивал фонд «Наташа», который находится в Санкт-Петербурге. Вот. Эти вопросы, конечно, мы хотели бы задать нашим руководителям Министерства здравоохранения, что они, имея достаточно средств, но по какой-то причине были допущены вот такие вот перебои. Мы обращались, были сразу же обращения к нашему руководству, но по какой-то причине длительно очень не могли исправить. Но потом в конце года все-таки исправлено было это все. Уже по судебным искам подавала Федеральная служба судебных приставов. Может ли ситуация повториться в этом году? Я не думаю, что она должна повториться, потому что мы стараемся все-таки, чтобы власти реагировали. И мы не стараемся быть лояльными с властью, а занимаем принципиальную позицию. Говорим о том, что есть законодательство, есть средства, которые мы каждый квартал отслеживаем. И, пожалуйста, исполняйте. То, что должно было принадлежать пациентам, то оно должно и быть израсходовано. Ну, рассматривается же и такой вариант — федерализация закупок. То есть каждый регион, а их у нас 85 в стране, будет подавать заявки в федеральный центр, и уже федеральный центр закупает и затем направляет каждому по адресату. Как вы считаете, это оптимальный путь? По расходованию федеральных средств здесь тоже особое внимание, я думаю, надо уделить, чтобы были выявлены эти пациенты и были внесены в регистры. Потому что и в некоторых моментах выясняется, что, допустим, пациент сдал свои документы медицинского учреждения, затем он проходит ВК, и после этого он не знает, что происходит с его документами. Вот эта открытость, она должна быть. И каждый пациент должен видеть, все-таки отслеживать поступление на него лекарственного препарата. Потому что после того, как прошли люди ВК, все это закрытая тема. Ну, видимо, это еще... И длительно потом происходит то, что задерживаются эти лекарственные препараты. Значит, там задерживаются на этапе медицинском учреждении документы, не доходят до Минздрава. И таким образом люди остаются без лекарственных препаратов.
Значит, ситуация должна быть еще стать прозрачнее, и весь процесс Да, должен быть открытый. конечно. Спасибо, Леонора Анатольевна. Но мы думаем, что это также может войти в ряд компетенций Центра орфанных заболеваний Республики, если Да. общественники тоже будут с ними работать. Да, Спасибо да, большое. да, спасибо вам. Я напомню, что гостем программы «Интервью» была руководитель региональной общественной организации «Хантер-синдром» Леонора Романова, и мы говорили о жителях Башкортостана с редкими заболеваниями.